Жителей Нерюнгринского района будут лечить инновационной стоматологией. Резидент местного технопарка разработал новый способ протезирования. Педагогика, творчество, поиск. В Якутске проходит совещание директоров, преподавателей и родительских комитетов в сфере культуры и искусства. Юбилей в зоопарке в Сан-Диего. В честь десятилетия одного из приматов устроили настоящий праздник. В эфире телеканала «Якутия-24 новости». Поговорим о главных событиях к этому часу. С вами Василий Раченко. Здравствуйте. Владимир Путин в Кремле встретился с избранными главами субъектов России. В мероприятии принял участие руководитель Якутии Айсен Николаев. Президент поздравил всех участников встречи с победой на выборах уже в первом туре в ходе единого дня голосования 9 сентября. И обратился к избранным руководителям регионов с просьбой максимально быстро включиться в работу. Президент отметил, что их задача услышать сигналы, которые люди передали властям, разобраться в существующих проблемах, еще глубже вникнуть, понять их и ответить на запросы сторонников. И, что важно, граждан, которые поддержали других кандидатов. Цели, которые стоят перед нами, в полном смысле слова общенациональные, единые для всех политических сил, которые готовы и хотят трудиться на благо нашей страны, на благо России. Это увеличение продолжительности жизни и численности населения страны, снижение уровня бедности, рост реальных доходов граждан. А чтобы достичь этих больших целей, нужно сделать так, чтобы у конкретного человека были и интересная работа, и достаток. Чтобы в крупных городах, в малых городах, на селе были комфортные условия для жизни. Порядка 2 триллионов рублей направят на реализацию программы «Цифровая экономика в России». Дмитрий Медведев, проводя заседание Президиума Совета при Президенте по стратегическому развитию и нацпроектам, отметил, что нужно будет выработать правила использования новейших технологий на финансовом рынке, которые упростили бы доступ малых и средних предприятий к финансированию. Говоря об информационной инфраструктуре, глава Кабмина отметил необходимость обеспечения доступа в интернет населенных пунктов с численностью от 250 до 500 человек, а также подключение к сети всех органов власти и бюджетных организаций, включая медицинские и образовательные учреждения. При этом он подчеркнул, что главный результат, к которому должны прийти, это производство востребованных российских IT-продуктов и услуг. Жители Нерюнгринского района будут лечить инновационной стоматологией. Такой способ протезирования в данное время разрабатывает резидент местного технопарка. Какие материалы используют, чем отличается данная технология и что планирует технопарк в дальнейшем, расскажет мой коллега Сергей Козюра. Максим Швецов с проектом «Инновационная зуботехническая лаборатория» вступил в ряды резидентов ТОР Якутия в Нерюнгри 3 года назад. Использование современных технологий протезирования зубов, которое не будет отличаться от природных, давняя мечта зуботехника. Преимущество какое диоксида циркония? Так, то, что он биосовместимый, биоинертный. Эстетический вид у него получше, светопроницаемость лучше. И даже можно, если посмотреть на свет, то видно, что он просвечивается. Для инноватора созданы все условия и закуплены специальное оборудование, с помощью которых можно создать идеальную модель протеза. Сначала сканируют гипсовый слепок и получают изображение зубного ряда на компьютер. Потом отмоделированное мы отсылаем на станок, где с помощью пятиосного станка мы вытачиваем именно этот каркас. Недавно резидент получил лицензию на лечение зубов и уже оказывает свои услуги населению. Стоит отметить, что в технопарке зарегистрированы 9 резидентов по направлениям IT, машиностроение, биотехнология. В будущем планируют запустить еще несколько проектов. Кроме того, к концу года мы намерены запустить на базе технопарка IT-школу. Это тоже проект, который будет реализован нашим резидентам. Мы уверены, что IT-школа будет также помогать нам в вопросе воспитания новых резидентов и развития этих компетенций на территории Нерюнгринского района. Технопарк признан стать открытой площадкой для коммуникаций общества, власти и бизнеса. Это будет основой для инновационного и экономического развития Нерюнгринского района. Сергей Козюра, Вадим Барашков, Нерюнгри.
Педагогика, творчество, поиск. В Якутске проходит совещание директоров, преподавателей и родительских комитетов в сфере культуры и искусств. В республике на сегодня существует 82 школы искусств с 43 филиалами. На российском уровне в 2017 году принято решение о современном состоянии и перспективах развития детских школ искусств. Главам субъектов России рекомендовано рассмотреть возможность передачи находящихся в ведении органов местного самоуправления детских школ искусств в ведение органов управления культуры. Сейчас в нашем регионе в ведение управления культуры переданы 74 школы, но 8 школ все еще находятся у управления образования. У нас в этом году впервые также принимают участие родительские комитеты. Это новшество. Мы надеемся, что оно будет иметь успешное продолжение. Представители родительских комитетов, председатели родительских комитетов. И нам хотелось бы, чтобы родители действительно активнее включались вот в наш поиск, в творческий поиск, который сейчас стоит перед всей системой образования. И, конечно, в нашем совещании принимают участие представители Министерства образования. У нас есть очень много важных совместных направлений, которые мы реализуем, в том числе участие наших детей в программе Skills, профессиональной подготовки и профессиональных конкурсов по компетенциям, в том числе, которые актуальны для системы культуры и искусства. А в Северо-Восточном федеральном университете сегодня отмечают 40-летний юбилей научно-методического семинара Миры Мишлимович, профессора филологического факультета. Всероссийский научно-методический семинар посвящен методике преподавания русской литературы в школе. Участие в нем принимают учителя городских школ. Также сегодня участвует Надежда Крупина, главный редактор российского журнала «Литература в школе», 5-й номер которого посвящен различным методикам, технологиям и практикам успешных учителей литературы республики. Летят года, реформируется система образования, и высшего, и общего образования. Изменяются стандарты, меняются программы, но незыблемым, как гранит науки, остается авторский семинар Миры Яковлевны Мишлимович. В недрах этого семинара проходили свои университеты и закалялись лучшие учителя Республики Саха-Якутия, которые прямо или опосредованно оказывают огромное влияние на культурную, образовательную, просветительскую деятельность нашей республики. Уверенно идти вперед сегодня – это главное для трехлетнего мирница Максима Федотова. В ходе акции «Благотворю» телеканал «Алмазный край» помог собрать малышу деньги на лечение. Сюжет наших коллег рассказывает Наталья Николаева. Давай, цыпи. Не торопись. Ровненько ставь ножки. Первые шаги малыша для любой мамы самые особенные. Для Марии Федотовой они самые долгожданные. За каждый шажок трехлетний Максим сражается как взрослый. 4 месяца назад любое движение давалось малышу с трудом. Большую часть времени ребенок проводил лежа или сидя. Максим плохо говорил. Тогда родители малыша обратились к нам за помощью. Нам нужен аппарат, который не дает перекрест для ног, для нижних конечностей. Он называется СВОШ, швейцарский аппарат. За счет этого аппарата он не будет перекрещивать ноги, и ему легче будет ходить, и мышцы будут у него укреплены. Тренажер фирмы «СВОШ» и курс реабилитации в Томске. На это требовалось более 200 тысяч рублей. Буквально за один день мирницы собрали необходимую сумму. Спустя 2 недели малышу купили тренажер. В августе ребенок с мамой прошли необходимый курс реабилитации. Это. Все 3 нравятся? Это да. Ой, как здорово. Играть в машинки теперь любимое занятие Максима. Он может катать их часами. Разговаривает, ползает, сидит, ходит и все самостоятельно. Рассказывают об успехах сынишки мама и бабушка. Ребенок изменился у нас вообще заметно. Сдвиги пошли в речи. Он стал самостоятельно у нас, без поддержки ходить. В СВОШе также он тоже двигается.
ползает. Ползать стал правильно. Раньше он ползал, медики говорили, что неправильно, а сейчас вот он ползет как надо. В общем, изменения налицо. Впереди у Максима еще не один курс реабилитации, но, судя по результатам лечения, малышу помогают. Врачи дают хорошие прогнозы. Главное – не останавливаться на достигнутом. Наталья Николаева, Роман Ларин, телеканал «Алмазный край». Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Божество АИ и кузнечный культ в тенгрианстве» впервые открылась в Якутии. Участники конференции в течение 2 дней обсудят вопросы феномена культа неба, божества АИ и тенгрианства в фольклоре, преданиях, литературе и искусстве. Помимо этого затронут связь кузнечного культа с данным верованием. Первый день представлен пленарным заседанием, дискуссионной площадкой, круглым столом и 2 практическими секциями в Якутске. Второй итоговый день пройдет в Хангаласском районе. Гостей отведут на раскопки в село Кердем и местность Новочаха. Мы все прекрасно знаем, что у всех у нас один исток – это тенгрианство. Сейчас, когда разные деструктивные религии существуют, мы все-таки стараемся доказать, что те люди, которые живут в гармонии с космосом, в гармонии с небом, с природой, тот этнос именно будет самым передовым, самым лучшим. Именно на этой земле всегда будет прекрасная экология, потому что наши древние предки всегда знали, что делают, знали, куда кочевать. Мы все номады, знали, как дружить с природой, что оставлять, а что можно убивать для того, чтобы выжить. И ведь законы природы, они никогда не меняются. И в завершение выпуска горилла Фрэнк из зоопарка в Сан-Диего отмечает свое 10-летие. Ему исполнилось 10 лет, в честь юбилея устроили настоящий праздник. Какие празднества устраивают в таких случаях, расскажет Никита Конев. В зоопарке Сан-Диего с размахом отметили день рождения Фрэнка. Самцу гориллы исполнилось 10 лет. На угощение не скупились, рассказывают смотрители. Кроме торта из льда и сока с начинкой из фруктов и овощей, для Фрэнка приготовили пирожные с глазурью из ямсового пюре и всяческие закуски. Вместе с Фрэнком праздник отмечали и его сородичи. В Сан-Диего живут 8 горилл, в том числе и бабушка именинника. Кроме того, герой дня стал участником медицинской научной программы зоопарка Атланты. Специалисты, занимающиеся ей, изучают сердечно-сосудистые заболевания у обезьян, чтобы разрабатывать передовые лекарства. А к этой минуте у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках новостей.